В Афганистане убит таджикский боевик Талибана. Кадровые изменения в правительстве Рахмона. Несколько таджикских чиновников поменялись креслами. Бывший генпрокурор Узбекистана вышел на свободу. В Китае бушует коронавирус, крематорий забиты трупами. Ряд СМИ Афганистана сообщили о гибели в провинции Бадахшан боевика Талибан, гражданина Таджикистана по прозвищу Абу Умар. Сообщается, что он был опытным специалистом по минированию и наставником молодых иностранных боевиков радикального движения «Талибан». Как сообщает газета «Хашти-Соп» со ссылкой на свои источники, Абу Умар пропал 3 дня назад в уезде Бахурак провинции Бадахшан. Тело боевика было обнаружено вечером 4 января в одной из сел этого уезда. Как и кем был убит Абу Умар, пока неизвестно. Источники издания отметили важную роль боевика в уничтожении живой силы и боевой техники правительственных войск в Бадахшане во время боев за северные районы Афганистана. Реакции властей Таджикистана на сообщение о гибели Абу Умара не последовало. Сведений о жизни боевика крайне мало. Лишь известно, что он родился в Вашском районе Хатлонской области. В настоящее время десятки таджикских талибов находятся в бадахшанских уездах Бахурак, Шугнан и Нусай, которые граничат с Таджикистаном. Один из них, уроженец Нурабадского района Мухаммад Шарифов по прозвищу Мехди Ар-Ислам, который уже 9 лет находится в розыске по обвинению в терроризме, командует погранотрядом движения «Талибан» на севере Афганистана. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел сегодня ряд кадровых изменений. Часть вечных чиновников правительства Рахмона поменялись креслами. В частности, указом главы государства Давлат Али Саид снят с должности первого заместителя премьер-министра страны. Другим указом Давлат Али Саид назначен исполняющим обязанности председателя Хатлонской области. Курбан Хаким Зода освобожден от должности председателя Хатлонской области и назначен министром сельского хозяйства страны вместо Сади Карим Зода. Ширин Амон Зода освобождена от должности министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Минтруда возглавила Гульнара Хасан Зода, до этого занимавшая пост директора агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан. Агентство по статистике при президенте страны возглавил Джамшед Нурмахмад Зода. Зафарбек Давлат Зода освобожден от должности председателя Бобадингафуровского района Сагдийской области. Постановлением правительства Махмад Саид Зувай Зода освобожден от должности председателя комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан в связи со смертью. Также менялись местами несколько заместителей разных ведомств. Бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашид Кадыров вышел по УДО, то есть по условно-досрочному освобождению. Отмечается, что решение об освобождении Кадырова было зачитано 29 декабря в Зангиатинском районном суде. Зангиатинскую колонию номер 22 бывший генпрокурор покинул 2 января. Рашид Кадыров, возглавлявший Генпрокуратуру Узбекистана в 2000-2015 годах, а затем работавший судьей Конституционного суда, был арестован 22 февраля 2018 года за вымогательство, получение взяток и злоупотребление властью. Суд по его делу начался 7 января 2019 года. В июне того же года его приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 минимальных зарплат. В мае 2018 года президент Узбекистана пообещал, что в ближайшие месяцы Кадыров расскажет о своих преступлениях по телевидению, однако этого так и не произошло. Рост числа умерших в Китае из-за массовой вспышки COVID-19 привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполнены. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на работников китайской похоронной области и экспертов. Один из собеседников агентства заявил о приличии системы. Работники крематориев Пекина и Шанхая рассказали агентству, что тела умерших от COVID-19 сжигают круглосуточно, а ближайшее свободное место на кремацию можно забронировать только на середину января. В одном из крематорий Лунхуа заявили, что ежедневно к ним поступает более 500 тел. Bloomberg отмечает, что в последнее время в Китае развился теневой бизнес по кремации тел. Если прежде кремация стоила несколько тысяч юаней, то в январе некоторые крематории стали предлагать кремацию за десятки тысяч юаней.